Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. Безусловно, наследие великого поэта неоценимое, и особое место пушкинские спектакли занимают в репертуаре Русского драматического театра. В этом сезоне театр готовится удивить зрителя новой постановкой Руслана Людмилы, причем сразу в необычном формате фэнтези. О том, какая будет эта постановка и какие еще примеры готовит спектакль, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Александрович, я хочу начать, наверное, с вас. Русский театр – старейший театр на Дальнем Востоке, репертуарный театр. Вот как удается столько лет держать любовь и интерес зрителя? Так, слушайте, ну я как минимум могу сказать только за свои года. Ну, безусловно, да. Вот, потому что когда там без нас обходились, ну, уже к ряду 133 у нас театральный сезон, если считать то, что происходит сейчас, то, что есть определенный репертуар сложившийся, который нравится зрителю, причем разновозрастному, который нравится и нашим дорогим моим коллегам. Вот. Это все не просто так, конечно же, это прежде всего, знаете, это может быть такое сравнение, не совсем обычное, но когда даришь подарки, да, обычно нужно дарить тот подарок, который бы хотел получить сам. Вот. И может быть здесь как раз какая-то параллель такая вот складывается, то, что действительно нужно брать тот материал, который был бы интересен всем абсолютно, и ставить его именно с каким-то, ну, как у нас вот есть принято выражение, должен быть изюм определенный, да? Вот. Ну и, конечно же, то, что если брать примеры последнего сезона, который сейчас у нас уже буквально через несколько дней идет к своему логическому завершению, даже если вот по пальцам пересчитать те премьеры, они довольно-таки все интересны для зрителя. Мало того, они интересны и для, опять же, я к своим коллегам развернусь, то, что у многих появились хорошие работы. Можно даже вот на то, что первое в голову придет, да, как Миша Бальзаминов за счастьем, да, ходил, допустим, да, искал, ходил, все что угодно. Вот. Почему обратились к этому? Хотя, казалось бы, по нашей формуле к Новому году нужно было что-то более легкое поставить, да, а он выпускался у нас как раз к новогоднему марафону. Но здесь было сразу несколько таких моментов, когда с моей стороны была возможность занять актрис как можно больше, что на самом деле по нашей работе очень и очень сложно, потому что, как правило, пьесы, они содержат больше мужских ролей, нежели женских. Тут с точностью наоборот, одна мужская и 8 женских. Ну и мы очень были счастливы, получив результат, потому что все-таки действительно получилось очень, во-первых, прежде всего, очень хороший спектакль, с хорошими откликами, отзывами от зрителей. И самое главное, то, что получились образы, роли у наших дорогих и милых актрис. Вот. Дальше, если идти, ну да, вот у нас была работа. Кстати, все вот спектакли последующие, которые у нас были, это была работа с новыми режиссерами-постановщиками, с которыми до этого нам не приходилось работать. Вот Дмитрий Бурханкин как раз поставил Бальзаминова. Потом у нас приехал Виталий Владимирович Гранов. Владимир Витальевич. Владимир Витальевич. Владимир Витальевич. Владимир Витальевич Гранов. Где, опять же, мы взяли тот материал, который, казалось бы, зачем его сейчас брать. Но он был интересен изначально. Это Лермонтов. Опять же, у нас годовщина Лермонтова, все знаете, в этом году. Потом все-таки это новая работа и возможность занять фактически всю труппу. Вот. Поэтому все-таки я думаю, то, что все работы, которые мы берем в последнее время, это все-таки нужно смотреть с разного вектора, то есть будут они интересны для кого, чем, то есть какая постановка будет. В результате, вот опять же, если брать «Маскарад», у нас в репертуаре давно не было поэтических произведений. Для нас это в диковинку, в новинку. Мало того, еще Гранов сам по себе, он изначально каскадер, преподаватель по сценическому движению, пластик и все. И это все как-то получилось у нас даже где-то не совсем подготовленных
актеров и актрис взять, как-то вот собрать и сделать спектакль. В итоге получился «Маскарад». Я считаю, то, что это на сегодняшний день тоже один из лучших спектаклей, которые есть в репертуаре театра, тем более по классическому произведению. И поставлен фактически он в классической манере. Кто-то может придраться, кто-то может что-то там свое увидеть, сказать, но тем не менее. И мы, опять же, побуждаем определенную такую волну интереса от зрителей к классике. А что говорить, если сейчас как раз такая доктрина, то что где наша Классика. русская Да. драматургия, да, где вот именно те произведения и почему их не ставят, не берут на сценической площадке. Вот, далеко ходить не будем. Без комедии у нас тоже не обошлось. До этого постановка была у нас, Борис Ярош ставил у нас «Женитьба Фигаро». Тоже очень хорошо, он достойное место этот спектакль занимает. Приехал сейчас, он взял одну из самых пьес, которые ставятся вообще не только в России, но далеко за ее пределами, в мире. Это «Боинг-Боинг». Девочки как раз у нас там принимают участие. Да. Этот спектакль, он очень полюбился уже за несколько премьерных показов. Еще зрителям и идет очень довольно-таки с большим интересом зрительским и довольно-таки успешно продается уже не первый месяц. Да? Вот. Дальше. Идем к нашему всему. Буквально 6 июня, затем еще повторный будет показ 8 июня. Таки состоится показ «Руслана и Людмилы», который ровно год назад... В демо-версии показали. Да, но это было, скажем так, просто показали, какой вектор может быть в постановке. Хотя для многих, ну, как взять и поставить именно драматическую версию, да еще и не простую, а вот, как у нас режиссер-постановщик уже заявил, это фактически такой славянский фэнтези. Вот. Почему? Стоит прийти, посмотреть. Я вам могу сказать точно, абсолютно, что заинтересованность будет у разновозрастной публики, это по-любому, как у детей, так и у юношества, так и у взрослых. Здесь очень много таких, знаете, ведь зритель, когда приходит, если вы помните, у нас в театре еще есть ниша целая, это дневные спектакли, да, так скажем, они для семейного просмотра. Мы спектакли берем для того, чтобы вот родители не сидели там вот у нас в фойе с гаджетами, там где-то копались там в какой-то там, я не знаю, социальной сети или там что-то рассматривали в интернете, а чтобы вместе со своими детьми пошли к нам на спектакль, посмотрели от начала до конца и вспомнили детство золотое свое. И зачастую так оно и происходит. Вот отсюда, скорее всего, и родилось вот это вот. Почему не сделать Руслана и Людмила не юношеский, не детский вариант, хотя он далеко не детский, правильно? Ну, Сказка для взрослых. ну, фактически да. Да. Фактически и у нас должно буквально вот 6 числа будет понятно, да, нет, угадали, не угадали. Но я думаю, что на самом деле об этой работе больше расскажет Андрей Григорьевич, наш главный режиссер, который уже на самом деле над этим материалом работал не один год, готовился. Конечно же, у нас был замах несколько больше и глобальнее, но то, что получается, то получается. И, на мой взгляд, я думаю, то, что будет довольно-таки интересный спектакль именно в репертуаре театра. Будут очень интересные работы, которых раньше ни у кого не было на самом-то деле. Потому что одно дело играть сказку все равно так или иначе вот для семейного просмотра, для детей. И совсем другая история, когда ты играешь фактически, вот это такой блокбастер вечерний, для любой публики, для возрастной публики. И я думаю, то, что здесь интерес был со всех сторон, и мало того, и зрители, когда придут, это вот точно могу сказать, что формула на это работает. В любом случае будет интерес определенный. Конечно же, не обойдется без комментариев. Я бы сделал вот так или эдак. Но в любом случае, я думаю, что результат, он все-таки ожидания в любом случае, да, оправдает. Слушайте, Сан Саныч, 133-й сезон. Вот вы перечислили только малую часть спектакля. Я хочу поговорить с актрисами сейчас. Давайте. Марина, Екатерина, за этот сезон, я думаю, ни вы сами, ни я сам не смогу посчитать, сколько спектаклей было отыграно. Что запомнилось? Какой спектакль запомнился больше всего? Какая роль?
Ну, прежде всего, наверное, это спектакли, которые вновь у нас состоялись, вновь прибывшие премьеры. Это как Миша Бальзаминов за счастьем ходил, «Маскарад», «Боинг-Боинг» и вот наш Руслан и Людмила. Сложно отметить что-то одно, потому что это же как выносить ребенка. Любая роль — это счастье. Да, А тут вы даже сразу для- несколько детей, Да, получается, Да, вынашиваете, конечно, и кого-то выделяете, у каждого, конечно, свои плюсы, определенные достоинства, но в целом сложно выделить что-то одно. Мгм. Екатерина? Яркий, насыщенный сезон, и в каждой роли ты выносишь что-то для себя новое, ты растешь, ты развиваешься. Драма, «Маскарад» прекрасно, потрясающе. Такое для актера, для каждого роста и счастье работать в таком материале. Комедия «Боинг-Боинг», когда ты выходишь, ты суперзвезда, вот она слава. Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил, очень интересная, тонкая работа, очень нас взбодрил Дмитрий Бурханкин. Очень он трепетно подошел к каждому артисту, каждому все разъяснил. Такой, как выступил как режиссер-педагог, поэтому все это было великолепно. Все это было счастье. Но все-таки тема у нас сегодня посвящена в первую очередь Александру Сергеевичу Пушкину. Вы играете в «Капитанской дочке». Играю. Кого играете? Императрица. Как готовиться к роли императрицы? Кто у нас не играет? Как на сцене стать императрицей, если есть секрет? Родиться ей? То есть ничего играть не приходится? Нет. А если вот говорить о грядущей Руслане Людмиле? Ой, это тоже волшебство, я такая восторженная получаюсь, но очень интересно. Очень интересно работать с текстом. Это же, получается, авторский текст, его надо присвоить, его надо обжить, чтобы он был живой, чтобы это было не скучное какое-то вот повествование, я сейчас вам расскажу, чтобы это был твой текст, чтобы ты его, как у нас говорится, родил, чтобы и зрители подключились к тебе. Самое главное, не было скучно. Да. Вот я хочу спросить, а как получается так, что не получается скучно? Потому что с Пушкиным мы знакомы, и «Лукоморье, дуб зеленый», мы это знаем все с детских времен. Как это сделать интересным? Это работа всех. Подключать фантазию. Подключать Самое фантазию. главное — подключать фантазию, потому как, да, просто, допустим, то, что мы делали в прошлом году, когда у нас чтецы где-то выходили, и авторский текст читали как чтецы именно, а какие-то актерские дела уже персонажи обыгрывали. В этот раз мы подошли с другой стороны и раскидали авторский текст между персонажами, которые могли бы населять этот воображаемый мир. Ну, то есть подключили уже помимо авторского текста именно фантазию. То есть мы свои детские впечатления оставляем за бортом и уже начинаем Конечно. полностью проигрывать, С чистого листа. проигрывать всех персонажей. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, и затем мы вернемся и продолжим обсуждать грядущие премьеры русского театра. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», мы продолжаем. И, собственно, как я и говорил, давайте вернемся к обсуждению грядущей большой премьеры, спектакль фэнтези, славянская фэнтези Руслана Людмила. И причем у нас в студии сегодня ваши костюмы. Андрей, я думаю, кто, как не главный режиссер лучше расскажет историю костюма, как долго делали, что у нас, чьи костюмы вообще сегодня представлены. Лучше меня может рассказать Только художник, да. Художник сейчас еще работает над другими костюмами. Мы принесли сейчас в студию 2 костюма. Это мужской костюм, это Рогдай, один из соперников Руслана. Воитель смелый, мечом раздвинувший пределы. Играет его наш актер Евгений Кузьмин. Вот. Мы его трактуем как такого викинга, воина, да. Сочетание кожи, натуральных тканей, да. И вот художник, допустим, хотел шкуру волка ему сделать на спине, но нашел шкуру жеребенка. То есть Это жеребенок? Это жеребенок, да. Натуральный вот мех. И он, говорит, полностью вот со сцены, то есть из зала, он смотрится абсолютно как волк. Вот, подчеркнуть его дикость определенную такого викинга, да. Мгм. Ну, слушайте, тут же, как говорится, дьявол кроется в деталях. Здесь же вообще абсолютно ручная работа. Да, тут, говорю, совмещены натуральные ткани, Здесь металл, Каждый костюм, он ручной. да, и работает, евофом. абсолютно. То есть вот какая-то имитация металла идет из евофома. Это как раз, скажем так,
Косплееры часто Ага. используют Да, этот да, да. материал, вот, и мы тоже не отстаем. Ну, это ноу-хау, на самом деле, именно вот в Театральное. декорировании, да. Не так давно эта технология, она появилась только, ну, вот пытаемся ее осваивать. Да, то есть мы Конечно. с 2018 года примерно начали осваивать его, когда начали делать парики для Золушки. Да, да, да. Вот, и все сложнее и сложнее начинаем осваивать. Ну и скажем, самое главное, то, что не сказали, каждый, вот правильно, то, что каждый костюм это ручная работа, и он подгоняется под актера или актрису индивидуально. всё. Поэтому вот сейчас как раз вот художник, который именно занят у нас в постановке, это Андрей Волков, это главный художник Мирнинского театра. Он и сейчас находится за работой. А сколько вообще пришлось подготовить костюмов? Ой, много. Еще Ну, не считали? на вскидку. Мы даже не считали, на честно скидку говоря. не знаю, потому что куча переодеваний у актеров, у девочек вообще множество Да, у многих переодеваний, героев, да? то есть несколько нарядов сразу же. Это 3 первое. образа. 3-4, да? Да, но я вам больше еще скажу, потому что все-таки мне еще приходится работать директором. Так, у меня все время только так смета растет. То есть все только увеличивается. Хотя надо отдать должное, мы, конечно, очень хорошо подготовились к постановке. Ну, именно наш театр, вот сам лично, вот захотели, поставили, называется. Вот. Хотели мы, конечно, немножко замахнуться по несколько шире и более интересно, и, может, более технологично. Но я думаю, что даже на сегодняшний день, скажем так, те инструменты, которые у нас есть, что по технологии, что по выразительности, мы постараемся по максимуму все-таки задействовать в спектакле. И, опять же, я говорю, что в спектакле есть все. И превращение, и есть вот это вот темная сторона, светлая сторона. Есть очень хорошие работы, образы, есть грим очень интересный, прически, есть сценические бои, есть специально написанная музыка, живое исполнение. Это все в одном спектакле. Такого, на самом деле, ну, я что-то не припомню, честно говоря. Это у нас. вообще, в Может, и не принципе, было. Так у вас первый еще опыт огромная фэнтези. трехметровая голова будет на сцене. Это я знаю. Это О, я был у вас в вы павильоне. все не Я видел, как рассказываете зрителям. А вы уже рассказали Ну там неделями много чего, двумя помимо ранее. головы Но еще я уверен, будет. что голова уже обретает... Да, она еще не обрела окончательную Да, форму, но Ну, да, она уже работает. близко. Ну, это настоящее волшебство. Причем она там будет У нас на меняться. самом деле очень многие вещи, они, конечно же, доделываются вот даже до последнего. Вот у нас намечено, допустим, 5 числа сдача спектакля. Да, я вам больше, чем уверен, больше абсолютно точно могу сказать, то, что даже после 5 числа мы что-то будем еще доделывать, переделывать именно 6 июня, день премьеры. Дай бог, чтобы все было вот готово прям в идеале. Почему-то кажется, что вы успеете. Марина, я так понимаю, второй костюм ваш. Да, это мой. Рассказывайте, Воительница. что за костюм, успели ли примерить, как ощущается? Да, конечно, я уже работаю в нем. И это невероятное удовольствие работать в таком костюме. Этот персонаж воительница. Это первая такая история в моей актерской профессии, скажу, да, действительно. Это как мечта детства, что-то необычное, интересное, захватывающее. Потом сценические бои, то, что с нами занимается Александр Александрович в этих костюмах, да, мы деремся на мечах. Александр Слушай, Александрович, что на самом вы деле, да, ставите для бои актеров, сценические. Ну, Да. исторически так сложилось, просто у меня прошлое, оно как бы, там багаж большой. В свое время преподавал сценическое движение, сценические бои, фехтование, пластику. Я из преподавательской деятельности как бы ушел, просто у меня времени на это, к сожалению, не хватает. Но то, что касается периодически вот делать какие-то постановки, да, оно случается. Вот спасибо Андрею Григорьевичу, что он предоставил такую возможность. Вот. Да, вот Марина у нас меча, как говорится, в руках не держала. Не Ну, держала, поддержала, но я теперь насколько да. понимаю, да. Но после вот этой практики, я думаю, то, что, может быть, это как бы начало. Вот, и впереди у нас, может быть, будут какие-то постановки более серьезные еще, потому что я считаю, что всегда, когда берется клинок, пускай он будет учебный, там, да, постановочный, но тем не менее это уже приобретается определенный навык, который так или иначе делают, ну, как скажем, один шажочек, второй шажочек к чему-то более большому, глобальному, значимому. Поэтому я думаю, то, что может у нас впереди уже еще и маячит и Дюма, и еще в этом плане. Да. Потому что специально для сказки мы заказывали эти мечи, на которых реально можно фехтовать. Ну, то есть есть определенные, конечно, бутафорские, а для боев Мы сейчас сделаны все у нас- расскажем, мы уже зрителям не будет А интересно, можно просто приходите, я вот смотреть, чуть-чуть что там внутренней происходит. кухни узнать, как играть бои так, чтобы зритель поверил?
О, знаете, во-первых, я вам сразу скажу, ведь, хотя, вы знаете, у нас случается такое, что периодически к нам приходят люди и говорят: возьмите меня в актеры. Вот, я готов, все, да. А то, что этому учиться надо как минимум 4 года, как-то это все сразу же как-то опускается ниже. Так вот, то, что касается и сценических боев, это тоже профессиональный предмет, который тоже преподается. Навыки получает актер и актриса при учебе, будь то в училище, в институте, на актерском отделении. Ну и дальнейшее уже просто это специфика, которую нужно все время поддерживать и двигаться как-то дальше. Масса предметов, с которыми можно работать, это начиная от шашки, кинжала, шпаги, меча. Но на самом деле все, что касается с лезвием, это фехтование, это шпага, это основа. Марин, как дается такое необычное стезя театрального искусства? Ну, изначально было сложновато, не скрою, конечно. Но потом, под руководством Александра Александровича, все проще и проще. Конечно, впереди еще большая работа, хотя времени осталось не так много, но работа не прекращается и после премьеры. Поэтому я думаю, что все сложится самым наилучшим образом. Но даже когда репетиции нет, приходится Да, давать да. возможность, чтобы вот просто брали. Пофехтовать. Ну и тем не менее, навык в Присваиваем его, в да, жизни конечно. все-таки полезен, никогда не знаешь, где пригодится те или иные умения. Кстати, насчет Марины и персонажа, это как раз этот момент про то, что мы говорили, фантазия, да, то есть персонаж, он не прописан у Пушкина. А, да. То есть То вы есть его мы подготовили с нуля? Да. Ну, то есть есть у Пушкина история, что Ратмир, еще один соперник Руслана, находит любовь свою где-то другую, то есть уже больше не бежит за Людмилой, да. А мы решили разыграть такую историю, что вначале я думал, он должен спасти какую-то красавицу из плена, но по ходу репетиции так родилось, что она его спасает. наоборот. Истинная русская женщина в горящую избу войдет То и есть мы коня еще на и скаку в остановит. повестку, так скажем, современную вошли про эту Ну, у нас эмансипацию очень много женщин. сюрпризов, на самом деле, в инсценировке. Я думаю, то, что реально для кого-то будет какое-то открытие, когда вот придет, посмотрит от начала до конца, скажет: ах, и пойду читать Александра Сергеевича Пушкина, где этот Руслан и Людмила, от начала от корки до корки. Так и будет, увидите. Не страшно менять Пушкина? А мы его не меняем. Нет, Д- нет, Добавлять это случай. нового? А мы просто не добавляли. Просто другие читали. люди читают Пушкина. И потом, понимаете, всегда есть между строк что-то. Это всегда. Вы, даже если вы, вот смотрите, мы можем открыть одну и ту же сказку, прочитаем, и у нас картинка будет разная. Да, будет как бы канва, основа одна. Но вот то, что между строк, то, что можно домыслить, дофантазировать, как у нас вот Андрей Григорьевич как раз в начале разговора сказал, это как раз вот из... Понимаете, в чем дело? Вот любой спектакль, он состоит из мелочей. И когда этих мелочей собирается как можно больше, и они складываются как в пазлы, получается такая хорошая такая картина. То есть, Понимаете? в принципе, зрителю уже ничего не надо додумывать, домысливать. Он уже, так скажем, к нему вот то, что между строк прописано Пушкиным, оно плывет уже Ну, вашими не устами, совсем нет? так. Вот он посмотрит, скажет: а я вот думал несколько А. иначе. Вот я вот смотрю, тут у вас Шатенко, а я вот думал, что тут брюнетка должна быть. Понимаете, тут о вкусах тоже можно еще поспорить, и не на одной теме, как говорится. Конечно. Андрей, я еще знаю, что театр для этой постановки собирается применить какие-то необычные цветовые проекции. Не отказались ли еще от них? Мы используем экран. Экран, да. Мы его приобретали до этого еще на Бальзаминова, но он работал там на заднюю проекцию, а у нас здесь работает как суперэкран и добавляет такое чуть-чуть пространство объемное. Просто у нас совпало, как раз мы ставили спектакль под юбилей Кира Булычева, как раз вот из той части, где и дети ходят, и родители их смотрят. «Таня третьей планеты», которая у нас весь новогодний период шла с большим успехом. И как раз вот для создания эффектов, потому что, ну вот как вот «Тайну третьей планеты» показать на сценической площадке. Вот как. Конечно же, здесь не обошлось без технических каких-то средств, и как-то получилось. Мы как раз вот... Но мы же издалека, мы же понимали, что у нас впереди там еще Руслан и Людмила, поэтому мы решили, что да, как раз будет именно то самое время, когда нужно приобрести нам проекционную тюль. Мало того, поработать еще на серьезных проекторах. Спасибо. Институт геополитики, да? У них сейчас такие проекторы лазерные есть. Вот мы периодически нет-нет, так как все-таки партнеры и компаньоны как-то на договорных началах работаем, попытались использовать это в «Тайне третьей планеты», потом как раз в Бальзаминове.
Ну а сейчас уже можно будет оценить именно работу вот эту вот в Руслане и Людмиле. Екатерина, я все-таки хочу спросить, вы сегодня сейчас в этом блоке почему-то молчите, кого играете, задействованы ли в Руслане и Людмиле? Задействовано. Кого играете? Девушку, русалку и ведьму. Она же в Сразу черном. 3 роли. Видно же Да. сразу. А как переключаться? Вот абсолютно же полярные буквально, нет? Ну, у ведьмы там больше объем, поэтому она больше занимает моих мыслей и больше души усилий. Девушка, она танцует, она с Людмилой, та-та-та. А ведьмы, они классные. Вы не узнаете меня даже. А чем классные ведьмы? Но всегда интересно играть отрицательных персонажей. Слушайте, ну тут все понятно. Добрая Женщины, девушка. чертинка должна быть. Ну Конечно. что вы, ну. То есть романтическая здесь составляющая никак не появится? Нет. Лучше сразу Только играть. утащить какого-нибудь викинга на дно Днепра. И желательно, чтобы это было драматичнее, да, и кровавее. Конечно. Все-таки. Это все-таки фэнтези. Что ж, я уверен, все-таки премьера будет более чем красочной и яркой. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу и вернемся к обсуждению грядущих проектов театра. Это «Якутия в деталях», мы продолжаем. Я хочу поговорить вот еще о чем. О подрастающем поколении театра, о выпускниках, которые в этом году уже, наверное, будут в рядах нашего театра в новом театральном сезоне. Это ваши будущие коллеги. Вот хочу спросить, Екатерина, Марина, успели познакомиться с ребятами? Ну, Нет, к сожалению, пока мы лично с ними Да. не познакомились, но мы смотрели их работы, которые они привезли сюда. Скажу, замечательные ребята, юные, горящие, поэтому мы в невероятном предвкушении находимся встречи и знакомства с ними. 4 года ждали. еще бы, Конечно. конечно, что ж. Екатерина, вы тоже, я так понимаю, да, смотрели мы с спектакль? удовольствием посмотрели и спектакль-концерт. Очень здорово, вот это обаяние молодости. Они такие горящие, подвижные, они все интересные. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но кто чуть меньше дорастет, и в театр внесет новую струю. Всегда должно быть новое дыхание. И вот ребята, я уверена, принесут то самое новое дыхание в наш коллектив и в работу. А не видите в них себя в молодости? Ну, может быть, что-то есть, да, действительно. Тот горящий глаз и предвкушение, что же будет дальше. Потому что один процесс, он завершился, и теперь самый ответственный, самый долгожданный, то, к чему стремились ребята, конечно. Сан Саныч, а вы успели познакомиться с ребятами? Ну вот, точнее, познакомиться с ребятами теми, когда Как же так случилось, когда что они мимо меня ве- прошли? вернулись именно из Ну, смотрите, ну, прежде всего, 4 года назад именно мы отбирали, мы их отправляли потом на целевое обучение. Поэтому, конечно же, мы знакомы. Мало того, было очень интересно как раз на момент приезда, и спасибо Росконцерту за это, то, что они все-таки помогают. Есть такая возможность привести и выпускников института с гастролями и показать, то есть, на что они способны сейчас после обучения. Конечно, видна школа. Все-таки одна из традиционных, очень авторитетных театральных школ, это Щукинское театральное училище. Все-таки это очень хороший преподавательский состав, достойный, который, это видно, много чего дал. Ну, взять хотя бы даже вот Шахрузов, да? Он у нас уезжал, он картавил, у него был конкретный дефект. Приехал, все полностью исправлено. Я слышу очень хорошую речь. Да, есть определенные приемы, благодаря которым он сдерживает и все-таки... Ну, это чисто профессионально. Это только вот профессионалы могут это увидеть. А вот для обывателя посмотреть, услышать, все очень хорошо, все достойно. Есть навыки. Очень много видно то, что вложено в пластические какие-то предметы. Это хореография, это пантомима, это жонглирование, акробатика. Все это есть, все это мы посмотрели. Вокал достойный. И, конечно, прежде всего, это вот
желание, да, вот это вот быть в профессии, это на самом деле, как сказал бы Иван Иванович Подоницын, вспомним его, дорого стоит. Действительно, потому что ребята хотят работать, они в следующем сезоне должны пополнить ряды нашей труппы. Мало того, сейчас в этом сезоне мы опять набирали студию, мы снова отобрали ребят, которые в этом году взамен уже наших выпускников поедут также учиться там же, в Щукинском театральном институте. Вердикт: берем этих и повторяем следующих. Мы не повторяем, мы идем дальше. Нам Второй же, понимаете, сезон. вот правильно Екатерина сказала, то, что когда добавляется живая кровь, молодость, даже вот мы когда смотрели, вот сейчас был показ, у них спектакль был, итальянские эти сказки, да, потом концерт, как бы, чему они научились, состоящий из номеров определенных, да, все равно вот какую-то параллельку ловишь того, вот, когда мы учились, когда получали дипломы, когда сдавали те же самые экзамены. Конечно же, мы окунулись, конечно же, мы были там и проживали, я вам скажу точно, абсолютно то, что большая часть труппы театра все смотрели как раз эти показы. И, конечно же, они что-то вспоминали, какую-то энергетику черпали вот от того, что увидели уже у нас на площадке, когда ребята приехали. Мало того, я скажу то, что ребята приехали не только наши, приехала часть курса, а в курсе там и Тула, и Калуга, и мы, и еще полкурса, это целевые только, и полкурса еще не целевых ребят, в общей сложности порядка 30 с лишним человек. Поэтому это довольно-таки большая команда. У нас приехало человек 15-16 в общей сложности, да, но это было все равно интересно, это было очень достойно, и именно на уровне серьезной театральной школы. И главное, что свой первый спектакль большой они сыграли у себя на родине. Да. Это знаково. А видели бы вы, как их поддерживали зрители, которые пришли? Это не только вот мы, которые знаем, да, что это такое, а именно зрители, которые пришли, приобрели билеты и зная то, что это институт, то, что это те самые ребята, которые должны прийти у нас в следующем сезоне. Причем не только родственники, которые, знаете, том-то и просто дело. Да, да. посмотреть на своих племянников, там, детей, а просто с улиц, ну, как бы они знают, что из Якутии ребята приехали, и они Ну, прям... был полный аншлаг. Аншлаг был, причем учитывая, что еще и жанр сложно они выбрали, и нетипичный для Да. нашего... Ну, там, мало того, там была написана пьеса, и они, как бы, параллель такая была с Турандот, принцессой Турандот, да. сделать что-то, какие-то такие манки. Но что получилось, то получилось. Но все равно, даже вот в этом материале, они очень достойно показали себя, и все, что они могли сделать, они сделали. Ну, я уверен, еще и сделают. Я думаю, да. Конечно. 19 июня театр летит на 5-й, если не ошибаюсь, дальневосточный фестиваль театров. Что планируете показать коллегам? Ну вот, опять же, видите, у нас не все так плохо. Еще на фестивале летаем. Когда есть федеральные средства у организаторов фестиваля, это так здорово, на самом деле. Мне вообще очень это импонирует, мне нравится, и я всегда готов принимать в таких фестивалях участие. А ребята как довольны. Мы везем «Сорванца». Это тот самый спектакль, который мы поставили к 130-летию нашего театра. Интерес был, мы вошли сразу же в лонг-лист этого фестиваля, и сейчас находимся в тройке, насколько я помню, из 10 тех, которые были отобраны и будут показаны. Вот, как получилось? Ну, вот, да, у нас очень сложная будет витиевато это, пока мы доедем. Это сначала в Новосибирск, с Новосибирска в Южно-Сахалинск. В Южно-Сахалинске отрабатываем. 19 числа у нас именно показ. А потом через Владивосток едем сюда. Но вот нет прямого рейса, к сожалению, так. Но я думаю, что в любом случае мы едем представлять прежде всего свой театр, показывать свой уровень, свою работу. Мало того, это один из лучших спектаклей на сегодняшний день в репертуаре театра. Я думаю, что это и формат такой довольно-таки интересный и для нас в то время. Это было вообще что-то такое с чем-то, когда у нас ребята за 2 месяца начали играть на музыкальных инструментах, на которые вообще в руки-то не брали. Вот. Но тем не менее, вот Мариночка у нас вот как раз главную роль Сорванца того самого играет в этом спектакле. Я думаю, что показ именно в Южно-Сахалинске на Дальневосточном фестивале. Это для нас будет действительно событие, потому что мы впервые на этот фестиваль выезжаем, хотя он уже идет не первый год. Но надеемся, что мы не зря съездим.
о нас многие узнают и запомнят, как минимум. И Еще заговорят. больше узнают. И заговорят, да. Слушайте, с вами время летит незаметно. Я как будто бы побывал в театральной гримерке или в театральном закулисьем. У нас осталось буквально 2 минуты. Андрей, давайте все-таки на правах главного режиссера пригласим зрителей 6 июня на большую премьеру. Я думаю, что каждый уважающий себя зритель, кто Должен, любит творчество обязан. Пушкина, либо любит фэнтези, просто обязан прийти и посмотреть наш спектакль. И я думаю, что он останется доволен, не разочарован и что-то для себя подчеркнет, что-то интересное. Мне нужно успевать, билеты пока в кассе еще немного есть. Я проверял. А они есть? Есть, но Есть немного. немного. На 6-й еще чуть-чуть, на 8-й еще есть. Ну, везде по чуть-чуть, на самом деле. Они довольно-таки серьезно расходятся, как пирожки. Но я думаю, то, что если не успеете в эти дни, ну, уже в следующем сезоне только. Мгм. Ну, если в следующем сезоне, то это будет, я думаю, большой подарок для всех поклонников и Пушкина, и в целом русского театра. Спасибо, что сегодня пришли к нам на программу. И вас я тоже поздравляю с наступающим днем рождения великого Спасибо. классика. Вас также. Уверен, что еще больше пушкинских постановок будет в репертуаре нашего русского драмтеатра. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.